На телевидении России Надежда Шохина. Скажите, а вы как глава республики заинтересованы в том, чтобы газ в новый трубопровод Силу-Сибирь был поставлялся не только крупными федеральными компаниями, но и местными? Ведь, по идее, поставки газа на экспорт могли бы обеспечить компанию новыми средствами на увеличение инвестиционных проектов внутри республики. Мы уже имеем опыт работы с такими крупными компаниями, потому что в республике, по сути, пришли все ведущие компании российские, в частности, речь идет о Сургутнефтегазе, речь идет о Роснефти, угольной компании Мещел, алмазной компании Алроса, Газпром большой и другие компании. И когда строили трубопровод, нефтепровод Восточный Сибирь-Тихий океан, мы вели разговор о том, что при реализации такого крупного проекта были привлечены местные организации, местные кадры, и нам удалось тогда найти общие знаменатели по привлечению наших производственных предприятий и кадров. И такая же работа сейчас ведется и с «Газпромом». Мы уже имеем определенные договоренности, которые отражены в меморандумах, в соглашениях. И сегодня уже газпромовская структура работает по предварительному изучению месторождений, в том числе и не только газа, но и нефти. И там привлечение наших предприятий, в частности, геофизические, наши геологические предприятия. Сегодня привлекаются строительные предприятия. Ну, конечно, как везде, всюду не хватает рабочих кадров, специальными образованиями. И здесь тоже сегодня мы уже обговорили строительство силами республики техникума для подготовки кадров, для «Газпрома», там, скажем, да. У нас есть и опыт работы привлечения местных подразделений по выполнению конкретных объемов. И такая договоренность у нас есть. У нас, например, по Сургутнефтегазу каждый год направляется кадры для обучения именно сургутнефтегазовские учебные заведения. По Транснефти мы так направляли ребят и направляем. И по другим компаниям. Поэтому у нас опыт есть, я думаю, сегодня с учетом договоренности привлечения наших предприятий и кадров будут.